Творческий подход к ежедневному труду дает прекрасные результаты. В этом году умельцы Удачнинского горно-обогатительного комбината заняли на конкурсе рационализаторов «Алроса» несколько призовых мест. В каких областях были предложены инновации, расскажет Ирина Балкова. Необходимо отметить, что в этом году удачнинским изобретателям повезло меньше. Рационализаторы взяли 2 призовых места, уступив высшую ступень пьедестала. В последнее время все больше говорится о снижении себестоимости конечной продукции, в частности, о разработке удаленных беднотоварных месторождений алмазов. С этой целью на удачнинской площадке применяются автопоезда «Скания», которые за один рейс способны вывезти 110 тонн руды. Если говорить о большегрузной технике «Caterpillar», то ими за один рейс вывозится 136 тонн. Однако, как уже показала практика, транспортировка 1 тонны руды на 1 километр автопоездами обходится почти в 3 раза дешевле. Достигается это за счет экономии топлива и обслуживания. Таким образом, новая техника призвана заменить карьерные автосамосвалы при перевозке руды на большие расстояния. Но при всех плюсах в экономии доставки руды автопоездами существует ряд проблем, которые необходимо решить. В первую очередь специалисты должны учитывать подготовку дорожного полотна, так как колеса у этой техники не предназначены для эксплуатации по скальному грунту или щебню, из которых и состоят большинство технологических дорог на Удачнинской площадке. Данная проблема решается заменой шины колес на более стойкую. В настоящее время проводятся испытания разных производителей. Также автопоезда «Скания» не могут поднимать руду из карьера, поскольку угол наклона технологической трассы больше допустимой 6 градусов. Поэтому подъем из карьера осуществляется большегрузной техникой Caterpillar 785B или сочлененными автосамосвалами Volvo. Далее руда доставляется на рудсклад трубки Зорница, после чего грузится в автопоезда и транспортируется на Удачнинскую площадку. Затем привезенная руда перегружается в Caterpillar, а далее в корпус крупного дробления. Поскольку данная конструкция предусматривает разгрузку через задний борт, в случае со «Скания» разгрузка возможна только на левую сторону, а значит автомобилю необходимо прямолинейное движение вдоль площади разгрузки корпуса крупного дробления, что в нашем случае было невозможно. Поэтому для того, чтобы избежать перегрузки руды на рудном складе Удачнинской площадки, было решено придумать эстакаду для разгрузки автопоездов сразу в корпус крупного дробления. Создали рудоспуск из бывшего дробления кузовов Caterpillar 785B. Понадобилось 4 кузова. Дальше создали именно металлоконструкцию засыпную, в которой дорожным полотном для «Скания» служит сам, как с крыши трубки «Удачная». Специалисты Удачнинского ГОКа уверены, что впереди еще много интересных и полезных идей, которые будут успешно внедрены.